Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, слухайце нас праз інтэрнэт, праз наш сайт, глядзіце нас у соцсетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і нават на Ютубе мы таксама ёсць. Сёння наш госць, першы віцэ-прэзідэнт Маскоўскага цэнтра палітычных тэхналогій Алексей Маракін. Прывітанне, Алексей. Мы будзем, я буду па-беларуску, Алексей, натуральна па-руску. Калі раптам нешта не атрымаецца, давядзецца і мне перайсці на рускую мову, але я думаю, што ўсе зразумеюць, гэта не будзе праблемай. Гэтымі днямі ў Мінску праходзіць семінар з даволі складанай назвай «Трансфармацыя постсавецкай прасторы. Вобразы мінулага ў барацьбе за вобраз будучыні». І Алексей прыехаў на гэты семінар, каб прачытаць даклад пра тое, якія помнікі ставяцца ў сучаснай Расіі. І вось першае пытанне, якое хочу задаць, Алексей, скажыце, як палітычныя тэхналогіі, якімі вы займаецеся, звязаныя з помнікамі, якія зараз ставяцца ў Расіі? Чаму такое хобби? Ну, понимаете, это и частично хобби, конечно, это частично и работа, потому что тот вопрос, да, когда говорят о том, почему устанавливаются памятники, надо в первую очередь понимать, кто устанавливает памятники. То есть либо устанавливает, либо дает разрешение, это государственная власть. Значит, государственная власть через памятники, монументы стремится провести либо свою идеологию, либо свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, о том, какая история является адекватной, правильной, какие образы истории могут быть использованы в настоящее время, они являются актуальными. И, допустим, если мы возьмем современную Россию, там по этим монументам, которые сейчас ставятся, можно определить ту идеологию, которая является сейчас основной, доминирующей у нас. Обязательная идеология запрещена Конституцией, но какая-то доминирующая идеология она есть. То бок дзяржава, улада, яна праз помнікі размаўляе з людзьмі, у тым ліку і праз помнікі. Да, то есть фактически государство дает населению какие-то сигналы, месседжи, что хорошо, что правильно. При этом эти месседжи, они могут носить достаточно разный характер. Например, персонажами памятников в современной России являются и определенные, но тщательно отобранные персонажи советского времени, например, военачальники времен Великой Отечественной войны. И в то же время очень много персонажей, которых мы, наверное, могли бы видеть в качестве героев-памятников в XIX начале XX века. Некоторые монументы того времени, которые были уничтожены, они восстановлены. А другие монументы ставятся персонажам, которые в то время были вполне приемлемы. Ну, например, скажем, таким общенациональным героем является великий князь Александр Невский, Александр Невский. И памятники ему стоят не только в тех городах, которые связаны с его именем, там, допустим, Петербург или Переславль-Залесский, но и в городах, где он, конечно, никогда не княжил, не проезжал, даже в городах, которые вообще не имеют к нему никакого отношения. Но это символ современного российского патриотизма, религиозности и антизападничества. До речі, у Віцебску ёсць помнік Александру Невскому. Як я даведаўся з прэзентацыі, якую мне паказалі вось перад нашым эфірам, я не ведаў, што ён там ёсць, калі шчыра. І Александр Невскі, натуральна, з Віцебском ніяк не звязаны, вось так вось наўпрост. Ну вот как раз здесь связь есть, потому что его супруга была из этого княжества. И его супруга как бы имеет прямое отношение. Соответственно, он, видимо, к ней приезжал все-таки. Свататься и так далее. Там были целые такие церемонии, ритуалы были. Поэтому здесь-то как раз связь есть. Но вот как раз этот монумент, он интересен чем? Что обычно Александр изображен в качестве полководца, победителя, на коне, как вот памятник Александру в Санкт-Петербурге. Либо, если на коне, например, средства от
присутствует в региональном бюджете, то он должен быть в шлеме, вот, то есть какими-то атрибутами там. Здесь подчеркнуто памятник миролюбивый, семейный. Бок нема атрибутов пераможцы, князя пераможцы, князя воина. Здесь нет этих атрибутов. Здесь памятник семейному человеку, хорошему семьянину. Здесь его жена княгиня рядом, его старший сын Василий, который у него на руках. В общем, кстати, вот здесь, если мы посмотрим на эту историю, то, конечно, это памятник в некотором роде альтернатива памятнику князю Альгерду, который стоит в Витебске, который был поставлен раньше. Но вот с памятником князю Альгерду с ним сложнее, потому что, с одной стороны, это князь на охоте, на соколиной охоте. То есть соколиная охота – это такой достаточно миролюбивый ритуал, не военный. Але з іншого боку, ён на коне и у неким доспеху. С доспехом на коне. То есть все равно элемент полководца, воинственный элемент здесь имеется. Ну и жартуют, что он показывая рукой на усход, у бок Москвы, да. Ну, это уже натурально просто з разраду показки, анекдота, але тым не менш. Хацеў запытацца, вас цікава, у ідэалогіі сучаснай Беларусі перамога ў Вялікай Айчыннай вайне, яна таксама займае вельмі грунтоўнае месца. Можна нават, у прынцыпе, сказаць, што ўся наша адзіная такая ідэалагічны якар – гэта перамога ў Другой сусветнай вайне. Але ў Беларусі не адкрываюцца новыя помнікі Жукаву, Ракасоўскаму, тым палкаводцам, якія вызвалялі Мінск. То бок шмат зроблена, вуліцы засталіся названыя імёнамі нават там танкістаў, імёнамі абаронцаў Брэсцкай крэпасці і гэтак далей. Але нічога новага мы ў Беларусі не бачым. Чым гэта можна патлумачыць? Ну, вопрос, наверное, довольно противоречивый, сложный. Я думаю все-таки, что если мы берем Россию, то Россия воспринимает себя в первую очередь как победителя в войне. Это страна победителя. Зараз сказали, драйвер перемоги. Рокоссовский, да. Это те герои, которые выиграли войну. То есть, конечно, вспоминаем про жертвы, конечно, вспоминаем про весь тот ужас, который был связан с этой войной, но в меньшей степени. Если мы посмотрим на тот большой мемориал, который в Москве есть на Поклонной и посвящен войне, это мемориал очень четко стране, которая выиграла войну. Что касается Беларуси, то, как мне кажется, здесь немножко другой образ войны. Это страна, где погиб каждый четвертый человек. Ну, нават кожны трэці па зараз падліках, у прынцыпе, кажа, што нават кожны трэці человек. Может быть, Тым не менш, это яшчэ горш. Вполне возможно. Потому что, когда происходит изучение, исследование, то количество увеличивается. Ведь речь идет не только о тех, кто был убит непосредственно. Речь идет о том, кто и умер от эпидемии, от голода, кто умер из-за этой войны, это все, как бы, это все тоже те, кто являются жертвами этой войны. И поэтому, наверное, в Беларуси все-таки важнее является тема не столько то, что выиграли войну и победили, там, дошли до Германии, до Берлина, там, взяли Берлин, а в большей степени вот важна вот эта тема жертвенности. Вот, может быть. Ну, и кроме того, есть такой вопрос, что все-таки полководцы, эти великие, они в первую очередь, конечно, связаны с Россией. С Россией. Вот, значит, ну, вот, может быть, это, на самом деле, главный белорусский, ведь, на самом деле, если мы посмотрим, я не знаю, там их выстраивать, иерархию мемориалов, но самый главный, всемирно известный белорусский мемориал, это Хатынь. Это Хатынь, безусловно. Это мемориал тем людям, которые погибли. Да. Погибли, жертвам. Вот, может быть, поэтому все-таки как-то немножко вось іншае становішча такое, да. Якія помнікі ў Расіі апошнім часам усталёўваліся? Вось пра Беларусь, калі шчыра, помнік Альгерду гэта апошняе, што вось так прагучала істотна, да, вось. І ну мы в прынцыпе не ведаю, можа і разумеем,
якое магло быць ідэалагічнае начынне ў гэтага помніка. Я не буду казаць, што яно было, але Альгерд, той князь, які хадзіў на Маскву, магчыма, так нашыя ўлады хацелі крыху падкрэсліць сваю самастойнасць. Пры ўсёй відавочнай залежнасці, да, ўсё ж такі можна такімі дробязямі адбудоўвацца. А вось як у Расіі, да, толькі ўлады усталёўваюць помнікі. І якія гэта помнікі? Вось якія прыклады яркія можна прывесці з апошняга часу? Ну, очень яркий пример – это памятник князю Владимиру, который в центре Москвы сейчас стоит. Его вначале хотели ставить на окраине Москвы, но на вершине, на Воробьевых горах. Но там проблема пошла с экологией, с устройством, там была опасность оползня при устройстве этого монумента, поэтому поставили в Москве на Боровицком холме рядом с Кремлем. И это такой сигнал, что, если традиционно считается, что князь Владимир – это украинский персонаж, украинский герой Киевской Руси, так? Киевской Руси, и главный монумент Владимира все-таки стоит в Киеве рядом с рекой Днепр, то Россия показывает, что нет, князь Владимир, он российский. Вот, то есть, таким образом, Россия его как бы себе забирает. Пры дапамозе помнікаў можна падкрэсліць сваё права на частку гісторыі. Можно, что это все была история не Украины и Руси, а это была история страны, преемником которой является Россия. Цікава, я думаю, што ўсе нашы слухачы ведаюць, што Літва, яна якраз такі лічыць сябе пераемніцай Вялікага княства літоўскага, і ў прыватнасці той самы Альгерд у Літве лічыцца літоўскім князем, і гэтая частка гісторыі, калі нашы дзяржавы былі ў адной вялікай дзяржаве ад мора да мора, да, яна якраз такі аспрэчваецца. Літоўцы лічаць яе сваей, ну мы лічым у прынцыпе таксама сваёй, таму што беларускія землі былі самымі вялікімі. Можа, якраз тут ёсць прастора для ізноў жа ідэалогіі гэтага помніку Альгерду. Можа так, усталёўваючы помнік яму ў Віцебску, мы паказваем, што гэта наш Альгерд. Пра гэта і пра іншыя аспекты. У прыватнасці мы яшчэ ніяк не закранулі Мінск у размове, а гэта, відаць, адна з самых цікавых будзе частак нашай размовы, помнікі ў Мінску. Мы пагаворым праз кароткую паўзу, зараз навіны, песня. Заставайцеся з намі ў прамым эфіры. Останні новини, вони нас не люблять, але ми дружимо з ними. Байки для дорослих, казки для малечі. Закінчився день, починається вечір. Вивіски сяють, блищать магазини, широкі джипи, довгі лімузини, зимові сади, літні тераси, елітне взуття, богемні прикраси, черги охочих, наркотичні клуби, червоні очі, припухлі губи, конкурси вроди, тенденції моди, силіконові форми, бруть проти природи, барвами бавлять вогні реклами, веселі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Самая вялікая пошукавая аперацыя ідзе ў Белавежскай пушчы. Хлопчыка, які прапаў 7 дзён таму, шукае 1000 людзей. У пошуках зніклага 10гадовага Максіма Мархалюка задзейнічаны ратавальнікі, вайскоўцы, памежнікі, міліцыя, леснікі, мясцовыя жыхары, добраахвотнікі, якія едуць у вёску Новы Двор Свіслацкага раёна з усёй Беларусі. На суботу, калі пошукі не дадуць выніку, прызначаны збор усіх пошука-выратавальных атрадаў краіны. Нагадаю, хлопчык знік у мінулую суботу. Сёння ў дзень на выхадзе з мінскага офіса прафсаюза РЭБ затрыманы Мікола Статкевіч. Нагадаю, што ў жніўні Статкевічу асудзілі 15 сутак за акцыю 3 ліпеня. 26 жніўня палітык быў затрыманы, але адбыў 5 сутак за акцыю, праведзеную ў красавіку. Таксама Статкевіч быў адным з арганізатараў акцыі 8 верасня на Кастрычніцкай плошчы ў гонар беларускага дня вайсковай славы. За яе Владзімір Някляеў адсядзеў 7 сутак. У нацыянальнай паліцыі Украіны заявілі, што засакрэцілі судовае рашэнне ў справе аб забойстве Паўла Шарамета дзеля абароны жыцця асобаў, якія ўдзельнічаюць у крымінальным судаводстве.
Пра гэта гаворыцца ў адказе следчага права нацыянальнай паліцыі на запыт украінскай праўды. Пры гэтым ва ўправе адмовіліся паведамляць нейкія падрабязнасці наконт развіцця расследавання, якое ідзе болей за год. 24 ліпеня нацыянальная паліцыя Украіны сакрэсіла ўсе рашэнні судоў адносна справы Шарамета. У Беларусі вяртаецца бабінае лета плюс 23-25. Такая тэмпература чакаецца ажно да серады кожны дзень. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз прывітанне ўсім. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Госць нашай студыі Алексей Маракін, першы віцэ-прэзідэнт Маскоўскага цэнтра палітычных тэхналогій. Мы абмяркоўваем тое, як змяняюцца ў сучасных гарадах савецкія помнікі, як савецкае мінулае адаптуецца пад сучаснасці, як улады ці тыя людзі, якія помнікі ўсталёўваюць, размаўляюць на мове помнікаў з людзьмі, што яны хочуць такім чынам сказаць. Мы спыніліся на помніку Альгерду, але ў прынцыпе я думаю, што мы можам гэту гістарычную рэтраспектыву закрыць зараз. Давайте пагаворым пра Мінск. Ці атрымалася ў вас падчас візіту пагуляць па сталіцы? Да, конечно, Што вы можаце сказаць? Мінск гэта ўсё ж такі савецкі горад ці ўжо еўрапейскі? Савецкі. То бок насуперак усім нашым жаданням, незважаючы на тое, што прайшло колькі, амаль 26 гадоў да ад развалу і ўжо выраслі іншыя пакаленні, Мінск ўсё ж такі застаецца савецкім горадам. Як вы гэта разумеете для себя? И с чего робите высновы? Почему это произошло? Дело в том, что для того, чтобы город стал европейским, в том числе, необходим очень серьезный стимул. Потому что общественное сознание консервативное. Люди хотят ходить по тем же улицам, что они ходили ребенками, где ходили их родители. Они очень подозрительно относятся ко всяким изменениям. Они хотят, чтобы в школах были те же учебники, которые были у них, у их родителей. Вот они, и поэтому, если ты хочешь измениться, у тебя должен быть стимул. Вот если мы берем страны Центральной Европы, то они тоже менялись очень сложно. Потому что у них был стимул. Они хотели в Европейский Союз. Это мощнейший стимул, мощнейший магнит, который их туда притягивал. И практически консенсус элит по этому вопросу. Все хотели. Таму, напрыклад, у Варшавы і ў Вільні атрымалася вельмі хутка. В том числе и Вильнюс, и Варшава, и Прага. Вот. И поэтому, соответственно, надо было как-то меняться. Вот. Если ты не меняешься, получается, ты становишься, ты сам себя воспринимаешь какую-то архаю, какую-то провинцию и так далее. Вот. Они стали достаточно серьезно меняться, тем более, что как только ты захотел измениться, тут же появляются приверженцы, сторонники, там молодежь, тут же появляется масса проектов, которые начинают реализовываться, в которые втягивается все большее количество участников. И постепенно вот такой новый образ, он становится, первоначально он вызывает протесты даже, но потом он становится уже привычным. Он удобен, он интересен. Атрымліваецца, Мінск не хоча мяняцца. Неяк свядома ці падсвядома вось няма жадання, няма волі, якая б штурхнула яго наперад. Ну, стимула нет. Если, понимаете, можно говорить там абстрактно, что там желания нет, воли нет, но главное стимул. И как только появляется стимул, тут же появляется и желание. А здесь же как? Если мы говорим о европейской перспективе, ну вот недавно в Евросоюз вступила Хорватия, обсуждается там вопрос вступления там Сербии, там, например, Албании даже, хотя это вряд ли ближайшая перспектива, но это вопросы обсуждаются. Вот. И, соответственно, это стимулирует там изменения, но никто не говорит о европейской перспективе Беларуси, хотя географически она вот рядом, но политически это совершенно иное. Ну так, нам бы хотя бы бесплатные визы, там, не ведаю, что-нибудь такое. Про гэта найперш думаюць. А
Ну да, і адмяніць смяротнае пакаранне, каб увайсці ў АБСЕ. Карце, гэта сапраўды вельмі далёка. Я мушу з вами пагадзіцца в гэтым плане. Далеко. Да. И, например, вот если ты должен быть в современной Европе, то там же есть много непростых условий, которые для местных элит, кстати, часто бывают неудобными. Например, надо признавать юрисдикцию Европейского суда правам человека, который часто выносит решения очень необычные для привычного национального судопроизводства. Например, государство в некоторых странах Центральной Европы вставало на защиту чиновников от критики. А Европейский суд говорит, нет, чиновник должен в меньшей степени пользоваться иммунитетом от критики, чем обычный гражданин. Или политик, например. Вот. Значит, то же самое с теми же самыми смертными приговорами. Для современной Европы это совершенно неприемлемо. Это аксиома. Поэтому политики в течение 90-х годов должны были идти, в том числе, на не очень популярные решения. Потому что те же самые смертные приговоры, они весьма популярны среди граждан по всем опросам. Но, кстати, когда смертную казнь отменяют, то население как-то видит, что преступность особо не увеличивается, иногда даже уменьшается, и как-то привыкают уже. Но для этого время надо. Ведаеце, я бачу даследаванні, ну тут мы ўжо крыху іншую вобласць, але кожны раз, калі нейкае страшнае злачынства, вось нешта страшнае робіцца, гучаць вельмі шмат галасоў, а давайте вернем смяротнае пакаранне. Вот, ну, на вот таком узроўні менавіта грамадзянаў, людзей, все ж таки, нават калі смяротнае пакаранне адмяняецца, сімпатыі да яго застаюцца. Ну, але палітычная воля есть палітычная воля. Политическая воля есть политическая воля, и кроме того, и даже, если мы берем опросы по европейским странам, то, конечно, когда там совершается что-то очень ужасное, то количество сторонников смертной казни увеличивается. Подскакивает, распни его. Но проходит непродолжительное время, и как-то все успокаивается, и снова все возвращается в прежнее состояние. Поэтому те политики, которые могут закричать, что надо восстановить смертную казнь и так далее, они просто это не успевают использовать в своих интересах. Это быстро уходит. А я думаю, что шмат хто з наших слухачоў памятае, некалькі месяцаў таму кіраўнік краіны заявіў, што Беларусь будзе IT-краінай. Яна хоча стаць IT-краінай, а Мінск, адпаведна, такім чынам мусіць стаць сталіцай IT-краіны. Ну, выбара няма. І вось, ну, мне цікава, як можна быць з аднаго боку савецкім горадам і з іншага боку сталіцай IT-краіны. Бо, ну, ці будзе канфліктаваць вось гэтыя два сэнсы, ці будуць яны супярэчыць адно аднаму, ці іх можна аб'яднаць вось лёгка, і все будзе нормально. Вы знаете, если говорить о советском городе, то, конечно, IT-стилистика, она совершенно иная. Вот, поэтому, если оставлять его в неприкосновенности, то, ну, что это такое? Из этого ничего не выйдет. Я бы не замыкался только на архитектуре. Дело в том, что современная IT-культура – это культура свободы. Это культура свободы во всех сферах. Например, что если айтишник, например, придерживается там неправильной с точки зрения большинства такого традиционного общества сексуальной ориентации, то в обычном традиционном обществе он изгой. А в современном обществе, где IT-технологии и современная стилистика, современная культура, он вполне приемлемая фигура, и никто даже не спрашивает у него. Ну да, вот он такой, у него есть свои права, там, свои возможности для самовыражения, пожалуйста. Вот поэтому здесь дело идет не только об архитектуре. В случае, если говорить об архитектуре, то здесь какая проблема? Что, конечно же, никто не предлагает, так сказать, как-то уничтожать старую архитектуру. Это глупо. Это был какой-то вандализм. Но это как отношение к этой архитектуре, к этим памятникам, оно становится более свободным, более ироничным, что ли. Вот яркий пример сейчас в крупнейших музеях, классических музеях, имперских музеях, там, Версаль, например, выставляются современные инсталляции рядом с произведениями искусства 17-18 веков. Выставляются современные инсталляции.
Вот. И это значит, что, с одной стороны, речь о какой-то преемственности вроде, как художники XVIII века, XVII века смотрели на мир, и как художники XXI века смотрят. Вот. То есть такое сочетание, и в то же время это отход от такого помпезного имперского стиля высокого. Эти инсталляции туда не вписываются. Но если мы посмотрим на то, как на это реагирует аудитория, она реагирует очень противоречиво. Для многих это неприемлемо. Как это Версаль, Людовик XIV, какая-то инсталляция стоит. Ну, это необычно. Гэта прыблізна калі вось мы на галоўнай плошчы Мінску побач з помнікам Леніну поставим, не ведаю, помнік роботу. Типа того, да. Если вот стоит Ленин, рядом стоит какой-нибудь робот с этими ручками такими-то своими. Вот. И тогда, конечно, возникнет вопрос. Но дело в том, поэтому я говорю, что совершенно не обязательно для того, чтобы продвигать современную культуру, совершенно не обязательно убирать старое, но надо ставить в другой контекст. Цікаве питання, якраз пачуў ад вас слово вандалізм і хацеў запытацца, ці трэба, каб перавыхаваць людзей, каб ну вось змяніць, зрабіць гэты паварот ад савецкай гісторыі, рабіць так, як робяць нашумелыя выпадкі ва ўкраіне, наколькі я памятаю, у Кіеве, у Харкаве так знеслі помнікі Леніну, а у той жа Літве ёсць музей камуністычных помнікаў. Я быў там, крута вельмі выглядае, сапраўды сабраныя гэтыя помнікі Леніну, абсалютна розныя, там Ленін сядзіць, там стаіць, паўсюль падпісана, адкуль яны прывезеныя, да, вось калі гэта іншыя камуністычныя дзеячы, што яны рабілі, да, вось якая іх роля у літоўскай гісторыі, але з гарадоў вось гэтыя помнікі зніклі. І вось ці абавязкова прыбіраць, а калі не прыбіраць, ці не будзе это тармазіць працэс пераўтварэння горада? Я думаю, что тут какой момент есть, что я бы не относился бы к этому как к какому-то процессу универсальному. Значит, как? Либо все памятники стоят, либо все памятники снимаются. Я думаю, что и то, и другое было бы неправильно. Я думаю, что памятники, которые как-то не связаны с какой-то местной традицией, не представляют собой значение, так сказать, как памятники искусства, вот, их вполне возможно убирать вот в эти какие-то там экспозиции, музеи, парки и так далее. Но если памятник, он встроен в историю этого населенного пункта, то я думаю, что его можно и оставить. Вот, это вполне. Без этого это и получается так, что происходит какая-то такая своего рода цензура, из этой истории изымается какая-то страница. Вот. То есть здесь надо, я думаю, смотреть индивидуально. Вот, допустим, даже если мы возьмем ситуацию, когда большевики пришли к власти, то они, значит, в 18 году появился декрет о том, что надо снимать памятники царям. Но в то же время они отказались от того, чтобы снять знаменитый памятник Петру Великому, Фальконе в Петербурге, Медный всадник. Вот, даже памятник царю, которого они особо ненавидели, Николаю Первому, который напротив Исаакиевского собора стоит, поставленный скульптором Клотом. Они их оставили, потому что это были памятники, значимые памятники для истории, для искусства. Для искусства, конечно. Поэтому их оставили. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо подходить индивидуально. Такой подход, что либо всех оставить, либо всех уничтожить, наверное, он был бы ошибочным. Ну, але все ж таки, вось помнік Леніну на цэнтральнай плошчы горада. Гэта атавізм сёння, ці гэта... Ну, норма життя, да? Я думаю, что здесь надо смотреть, опять-таки, индивидуально, что это за памятник. Если это просто стоит памятник, за которым больше ничего нет, кроме очередного идола, вот, тогда, наверное, атовизм. Если же это памятник, с которым связана какая-то история, какая-то традиция, может быть и нет. Ну, может быть, можно как-то... Действительно, я не уверен, что рядом с ним надо какого-то робота ставить, но, может быть, какие-то таблички ставить, да, объясняющие, как это было, в каком контексте. То есть вести, то есть уходить от памятника как идола, встраивать его в исторический контекст. Может быть, рядом другую какую-то экспозицию сделать, посвященную тому, что в реальности было в то время, так сказать. И, таким чином, это будет не просто помник, а ну, частка некой истории. Часть истории, часть истории, конечно, воспоминаний. Может быть, как он возводился, может быть, что было на его месте раньше, что было
тоже период истории, который был, возможно, уничтожен для того, чтобы освободить место для этого монумента. Вот. То есть, может быть, как-то встроить его в городскую историю, в городскую среду. Ну, дарэчы, распавяду нашим слухачам, што ў прынцыпе ў Мінску з помнікам Леніна звязаныя цікавыя гісторыі. Напрыклад, фашысты, калі яны прыйшлі, яны свалілі гэты помнік і частку яго паплавілі. Ёсць легенда, што яны рабілі шайбы і вось на плошчы гулялі ў хакей. Значыцца, ну, напрыклад, так, да, і ну, гэты помнік, ён сапраўды, які стаіць зараз, ён у пэўным сэнсе нашчадак таго, і ў пэўным сэнсе сапраўды арт-аб'ект і гістарычны аб'ект. Помнік Леніну вярнуўся на сваё месца, чаго, ў прынцыпе, не скажаш пра помнік Сталіну, які стаяў у Мінску на Кастрычніцкай плошчы і ў 61 годзе, здаецца, ці ў 62-м, не памятаю дакладна, знік. Ну, зараз, падаецца, назаўжды, але вельмі шмат людзей у абсалютна розных кутках былога Савецкага Саюза зараз выказваюцца за то, каб узнаўляць гэтыя помнікі Сталіна. Вось як вы лічыце, з чым гэта звязана? Гэта не сышло яшчэ тое пакаленне, якое Сталіна ідэалізуе? Ці вось калі яно сыдзе, скончаць людзі хацець помнікі Сталіну, ці не? Ну, в первую очередь, конечно, памятники Сталину – это такие уже памятники коммунистической субкультуры. То есть, например, в России их в основном, там, с некоторыми исключениями, ставят активисты коммунистической партии на частной территории. Допустим, какой-нибудь коммунист владеет там заводом или автостоянкой, вот он там его ставит. За пределами он его уже не может ставить. Значит, если сталинский памятник ставит государство, то его стараются поставить в какой-то исторический контекст. Например, вот Сталин, Рузвельт, Черчилль. Вот памятник не Сталину, а памятник там конференции. Цікаво, мы бачим историю. Разным, да, истории, да, там не только вот Черчилля рядом есть. Что же вы ругаетесь-то? Либо сейчас вот собираются поставить бюст Сталину в Москве, но в контексте такой, что это все правители. От Рюрика там до Ельцина. То есть вот он как бы один из. Вот. Но я думаю, что обращение к фигуре Сталина – это не только коммунистическая субкультура, не только вот эта архаика, хотя она главная. Я думаю, что обращение к этой фигуре – это во многом протест. Протест против современной бюрократии, современной коррупции. То есть Сталин ведь предстает в роли такого сурового, аскетичного руководителя-вождя, который наказывал чиновников, который ходил в одной шинели, у которого не было зарубежных счетов и так далее. Поэтому вот такой сталинизм, кстати, это было и в течение 70-х годов, когда было правление Брежнева, увеличилась коррупция, то многие тоже апеллировали к Сталину. Вот, вот Сталин пришел бы, наказал бы. Поэтому сталинизм – это, конечно, явление уродливое, и во многом связанное с коммунистической архаикой, но это и явление такого низового протеста. Думаю, з дапамогай помнікаў Сталіну ўлада таксама можа размаўляць з людзьмі і усталёўваючы гэтыя помнікі і не усталёўваючы іх. На гэтым мы скончым нашу размову. На жаль, час скончыўся. У гасцях Еўрарадыё быў Алексей Маракін, першы віцэ-прэзідэнт Маскоўскага цэнтра палітычных тэхналогій. Мы размаўлялі пра помнікі ў сучасным горадзе. Заставайцеся на нашых хвалях. Пачуемся. Спасибо.